Итак, тема лекции — химическая кинетика, скорость химической реакции. Рассматриваемые вопросы. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Второе. Порядок и молекулярность реакции. Третье. Каталитические реакции, ферментативный катализ. Четвертое. Химическое равновесие, факторы, влияющие на химическое равновесие. И пятое. Смещение химического равновесия. Средняя скорость реакции измеряется количеством вещества, изменяющегося в единицу объема в единицу времени. Это для гомогенных реакций. Или на единице поверхности раздела фаз. Это для гетерогенных реакций. Значит, в левой стороне А это гомогенные реакции, а правая сторона Б это гетерогенные реакции. Это формула вычисления средней скорости. Значит, это средняя скорость для гомогенных реакций, это средняя скорость для гетерогенных реакций. Размерности скоростей. Значит, для гомогенных, значит, моль литр на время, а для гетерогенных моль квадратный метр на время. Но в качестве примера гомогенным реакциям может служить вот эта реакция. Это водород плюс хлор-2, получается H-хлор. Гомогенное — это значит агрегатное состояние у них одинаковое. Значит, газ, газ, газ. Гетерогенная система — это когда агрегатное состояние различное. То есть цинк, например, плюс H-хлор. Цинк — это твердое вещество, а H-хлор — это жидкость. Да, жидкость. Это, значит, является примером гетерогенных реакций. Гетерогенные реакции. Теперь факторы, влияющие на скорость химических реакций. Первое — природа веществ. Второе — концентрация веществ. Давление — это для газовых реакций. Температура. Третье — температура. Четвертое — энергия активации. Пятое — катализаторы. Шестое — степень измельченности для гетерогенных процессов. Итак, влияние концентрации реагентов. Согласно закону действующих масс, при постоянной температуре скорость реакции прямо пропорциональна произведению концентрации реагирующих веществ в степенях их стихиометрических коэффициентов. Например, если взять А плюс Б уравнение, получается, скажем, С плюс Д. Тогда скорость реакции будет равняться К, концентрация А вещества, концентрация Б вещества. А и Б это стихиометрические коэффициенты. Но на самом деле это А и Б это обозначается, это порядок реакции по веществам. Соответственно, он равен А и Б, определенный по каждому из реагентов экспериментов. В таком случае В равняется К, концентрация А вещества в степени альфа и концентрация Б вещества в степени бета. Я повторяю, альфа и бета это означает порядок реакции. Значит, только в самых простых случаях альфа равняется А и бета равняется Б. Для одностадийных реакций, при которых исходные вещества без каких-либо промежуточных соединений превращаются в продукты реакции, величины альфа и бета равны, соответственно, коэффициентам. Вот, скажем, реакция водород плюс йод-2 получается H-йод. Значит, скорость равняется К, концентрация водорода помножить на концентрацию йода. Или вторая реакция НО плюс хлор-2 получается НО-хлор. Значит, скорость для этой реакции равняется К помножить на концентрацию НО в квадрате плюс концентрация хлора. Теперь К это константа скорости реакции, которая численно равна скорости реакции при концентрации каждого из реагентов равной 1 моль на литр. К характеризует скорость данного процесса при данной температуре. Он не зависит от концентрации реагентов, а зависит от природы вещества, от температуры. Значит, с возрастанием температуры и с наличием катализатора, значит, К увеличивается. В кинетические уравнения закон действующих масс входит концентрация только газообразных или растворенных веществ. А если же твердое вещество, то оно не учитывается. Вот, например, вот в этой реакции. Углерод, графит, это твердое имеет состояние плюс кислород. Тогда скорость равняется К помножить на концентрацию кислорода. Значит, углерод в данном случае не участвует, потому что на твердое вещество не влияет. Порядок и молекулярность реакции. Порядок реакции N обозначается, это число, равное сумме показателей степеней концентрации реагентов в кинетическом уравнении.
генетическому уравнению. То есть n равняется альфа плюс бета. Молекулярность реакции – это число молекул, которые одновременно взаимодействуют, осуществляя элементарный акт химического превращения. Порядок реакции может принимать значения от 0 до 3, включая дробные величины. А молекулярность от единицы до 3, только целые значения. Например, вот эта реакция разложения циасульфата, так, получается серый СО2 кислород. Значит, это мономолекулярная реакция. Значит, одна молекула участвует, так. А здесь скорость равняется К помножить на концентрацию кислоты. Так? Кислоты. Значит, в данном случае n равно единице. Порядок реакции. Здесь в этой реакции, значит, участвуют две молекулы, значит, это бимолекулярная реакция, а порядок реакции будет равен 2, потому что здесь у нас гидроксид аммония есть, альфа равно единице, и H-циан, бета равно единице. Значит, это будет 2. Тримолекулярная, значит, одна молекула, две молекулы, в общей сложности 3 молекулы. Так? Но порядок реакции, значит, это цинк твердое вещество, поэтому порядок реакции будет равен 2. Потому что цинк не учитывается. В этой реакции, эта реакция бимолекулярная, значит, одна молекула, две молекулы, но порядок реакции. Значит, альфа здесь азот равно единице, а кислорода 0,5, значит, 1,5. Значит, n равно 1,5. Редко бывает реакция нулевого порядка. Их скорость не зависит от концентрации реагента. Большая часть из них является гетерогенными реакциями, протекающими на поверхности металла. Вот, например, аммиак разложение, получается азот плюс водород. Так? Значит, здесь порядок равен нулю, скорость равняется константе. Влияние температуры на скорость химических реакций. Согласно правилу Ван Гофа, при повышении температуры на каждые 10 градусов скорость гомогенной реакции возрастает примерно 2-4 раза. Значит, ВТ2 деленное на ВТ1 равняется гамма в степени Т2 минус Т1 деленное на 10. ВТ1 это скорость реакции при температуре Т1, начальная температура, и ВТ2 это скорость реакции при конечной температуре. Гамма – температурный коэффициент Ван Гофа. Именно гамма-температурный коэффициент показывает, как меняется скорость данной реакции при изменении температуры на 10 градусов. Для ферментативных процессов температурный коэффициент может достигать 5, 6, 7 и так далее, хотя для большинства биохимических реакций варьирует от 1,5 до 3. Поэтому, если в результате заболевания температура тела поднялась, например, с 36,5 до 39,5 градусов, это означает, что скорость всех биохимических процессов у человека увеличилась на 13-39%. Реакции, протекающие с участием катализаторов, называются каталитическими реакциями или катализом. Свойства катализатора. Первое, или А. Катализаторы вводятся в реакцию в очень низких концентрациях. Б. Состав катализатора остается неизменным до и после реакции. В. Катализаторы обладают специфичностью действия, то есть катализаторы активны по отношению к одним процессам и инертны по отношению к другим. Например, вот восстановление оксида углерода 2 водородом в присутствии меди образуется метиловый спирт. И опять то же самое, реакция оксида углерода 2 с водородом, только в присутствии никеля образуется метан и вода. Г. Катализатор ускоряет как прямую, так и обратную реакцию. Д. Катализатор не влияет на величину константы равновесия, а только ускоряет достижение состояния равновесия. Е. Катализатор снижает энергию активации. Значит, энергия активации в присутствии катализатора она намного снижается. Ферментативный катализ. Михаэлис и Ментон установили, что промежуточной стадией любой ферментативной реакции является присоединение по месту активных центров ферментов Е молекул субстрата С с образованием фермент субстратного комплекса ЕС, который распадается с образованием продукта П и освобождением фермента Е. Вот здесь показана схема. То есть Е это у нас фермент, С это у нас субстрат. Получается фермент субстратный комплекс, который разлагается на продукт и фермент возвращается. Значит, скорость равняется, вот по этой формуле показано, скорость ферментативного процесса
это значит V максимальная скорость, что весь субстрат находится в составе фермент-субстратного комплекса, помножить на концентрацию субстрата. Км это константа Михаэлиса плюс С субстрат это концентрация субстрата. Значит, здесь показана схема, как ключ к замку подходит фермент к субстрат ферменту. Значит, вот это у нас фермент, это у нас субстрат. Вот, субстрат. Значит, вот у нас субстрат, это фермент. Фермент-субстратный комплекс образуется и разлагается на продукты, и фермент возвращается. Химическое равновесие. Мы знаем, что реакция делится на обратимые и необратимые реакции. Значит, реакция, которая протекает до конца с образованием осадка или выделением газа, это необратимая реакция, а реакция, которая протекает не до конца, причем из конечных продуктов вновь образуются исходные вещества, они называются обратимыми реакциями. Химическое равновесие – состояние обратимого процесса, при котором скорости прямой и обратной реакции равны. Вот это скорость обратной реакции, это скорость прямой реакции, они выравниваются. И вот когда скорости этих выравниваются, наступает химическое равновесие. Равновесными называется концентрация всех веществ системы, которые устанавливаются в ней при наступлении состояния химического равновесия. Виды константы химического равновесия. Вот в этой реакции, значит, здесь показана скорость прямой реакции, это скорость обратной реакции. Вот когда они равны, наступает химическое равновесие. И, значит, в виде формулы показаны. Значит, отсюда К, общее К, значит, можно найти, значит, это К прямой реакции, это К обратной реакции, это концентрация веществ. Значит, К, постоянно константа, зависит от природы вещества и от температуры. Если К больше единицы, то реакция прямая, в прямом направлении идет. Если К меньше единицы, то идет в обратном направлении. Константа не зависит от концентрации веществ, от давления, если в реакционной массе газа, от присутствия катализатора. Значит, вот для этой реакции К равняется отношение H в квадрате концентрации к произведению концентрации исходных веществ. Смещение химического равновесия происходит по принципу Ле-Шателье. Если в систему, находящуюся в состоянии равновесия, оказывается внешнее воздействие, то равновесие смещается в сторону, ослабляющую это воздействие, до установления нового равновесия. А на химическое равновесие оказывает влияние концентрации веществ, оказывает влияние температура и оказывает влияние давления. Спасибо за внимание.